Этот мир еще не окончательно протух, и он в самом деле стоит нашей отваги жить и быть человеком. Фойе СДЮ увешано цитатами нашего великого соотечественника, а главный символ этого мероприятия – маленький чик из мухуса. Во дворе стоит та самая груша, в конкурсном зале ее сладкие плоды. Перед конкурсантами непростая для их лет задача. Еще накануне им был показан фильм Генриха Габая «Время счастливых находок», а здесь будут зачитаны отрывки из рассказов о Чике. Молодым художникам надо перенести образы, возникшие во время чтения и просмотра фильма, на бумагу. Иногда это бывает очень трудно, потому что иногда у тебя возникает картинка в голове, но ты из-за отсутствия каких-то навыков не можешь ее воплотить в реальность. Но надо попробовать. Я люблю рисовать эти натюрморты. Ну или у меня есть персонажи любимые, и я их с компьютера срисовываю. Ну, если, да, конечно, есть фантазия, то можно нарисовать, чтобы было вдохновение. И тем более Фазиль Искандер – это такой легендарный писатель. Он очень интересно писал все рассказы, и как бы они сами представляются в голове, и как бы уже хочется взять кисть и нарисовать это. Как говорится, не победа, а участие главное. А Искандера я читал, да, несколько произведений. Мое любимое произведение о том, когда он ходил с дядей гулять-то, ну, дядя был сумасшедший. То есть об этом, да. Воспитанники школы живописи «Айнар», учащиеся студии Марины Пилия, секции живописи СДЮ и художественного училища пробуют силы в конкурсе. По словам директора Дома юношества Елены Кобахия, это не просто приятное времяпровождение, а проникновение в суть произведений и мыслей Фазиля Искандера. Ощущение разумности и гармонии мира, счастье от того, что ты живешь, этой радости удивительно от этого многообразия мира. Вот это слово Фазиля чрезвычайно важно именно сегодня. Поэтому это особенный фестиваль. Это фестиваль, который надо проводить, и надо, чтобы он жил постоянно, чтобы он в нашу плоть и кровь вошел. Все как положено на конкурсе. Участники, болельщики, жюри. Оценивать работу детей очень сложно, ведь в юном возрасте все чисты и искренни, и каждая работа по-своему талантлива и уникальна. У меня 7-8-летние два мальчика, я сам очень часто подсматриваю, что они там рисуют, иногда ворую эти рисунки, потому что в таком возрасте иногда ребенок рвет этот свой шедевр. Я тихо у них забираю и складирую. И в полной тишине иногда сижу и рассматриваю то, что они нарисовали, пытаюсь вернуться в это состояние. Это трудно. Участники с нетерпением ждут решения жюри. И вот самый главный момент. Все работы достойны похвалы. Жюри долго совещалось. Было заявлено 3 призовых места, но лучшими оказались 7: Александра Сангулия, Сырма Гемуа, Николь Воуба, Артем Журдания, Юрий Алхазов, Диана Нормания и Ева Пилия. Очень трудно было найти 1-е, 2-е, 3-е место, поэтому вот 7 призеров, и они все молодцы. Выбирать нелегко, потому что много замечательных работ, и видно, что они все очень искренне делали. И чувствуется, как сказать, любовь, во-первых, к рисованию, это тоже очень важно. Вот. Но все-таки, конечно, какие-то там более соответствуют заданной теме, какие-то менее, но они интересны по-другому. Всем участникам вручены грамоты. Им также подарили футболки, специально подготовленные к этому событию, а победители получили памятные призы. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия поздравила всех с успешным завершением конкурса и пожелала дальнейших успехов. И напоследок фото на память возле той самой груши. Ирина Аршба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.